Всевышний Аллах говорит: каждый человек вкусит смерть. В ролях участвуют король, визирь, Мулла-Насреддин, старший сын, младший сын, бедняк, охранник короля, лекарь, Мункар и Накир. В одном царстве жил один очень богатый король, и было у этого короля 3 сына. Он управлял делами города, вел торговые дела. Однажды, когда царь отдыхал в своем покое, к нему пришел его подчиненный. Можно читать. Не надо продолжать. Дай сюда свиток. Царь отверг письмо из-за своей скупости. Однажды к царю приводит бедняка-вора. Ваше Величество, можно этим короля товара за нас наш газ половину прятал? Можно привезти его? Можно. Ваше Величество, пощадите. Ваше Величество. Что? У меня в моем королевстве воровство? Это ты, который осмелился красть у меня? Быстро уведите его, казнить. У меня большая семья. Сын, 7 человек. Пощадите меня, Ваше Величество. Что я слышу? Почему всем хватает и что я плачу? А ты неблагодарный. Еще осмеливаешься говорить, что тебе я мало плачу? Прошли годы. Царь продолжал управлять делами города, заключал договора, ездил по разным странам. Но случилось так, что король сильно заболел. К нему приходили лекари, но они не могли вылечить его и даже выяснить, что это за болезнь такая. Как это ты не можешь помочь? Как тебя тогда назначили лекарем? Быстро уведите его, казните этих врачей. Помилуйте, Ваше Величество. Казните этих врачей. В конце концов выяснилась эта болезнь. Он болел чумой. Он принимал разные меры, чтобы излечиться, но никто не смог помочь ему. О, мои сыновья, кажется, жизнь моя подошла к концу, и я покину этот мир. Ты умираешь, да? Да, сынок, я умираю. Разве я в состоянии шутить? Да, сынок, я и вправду умираю. Ты и вправду умираешь? Да, сынок, Ты не шутишь? Разве я в состоянии шутить? Нет, сынок, я правда умираю. Я хочу завещать вам. Что ты нам завещаешь? Дорогие мои сыновья, я хочу, чтобы после моей смерти со мной в могиле провел одну ночь кто-нибудь, и тому, кто это сделает и согласится, я даю ему половину своего царства. Хорошо, отец. Смотри, Так проходили дни. Царь продолжал болеть. Его средние и младшие сыновья также продолжали играть в карты, а средний все плакал из него и не отходил от него. Так прошло 3 дня, и король умер. Вероятность смерти абсолютно здорового человека настигнет гораздо раньше, когда он и не ожидал этого. Окружающие его близкие люди думают, что он спокойно и легко скончался в своей постели. На самом деле душа его подверглась болезненных физических и душевных мук. Ангел смерти вырывал его душу, причиняя боль и унижение. Приступили его сыновья к его похоронам и искали человека, который бы согласился провести одну ночь в могиле с покойным королем. Наконец-то сыновья нашли одного бедного человека, который согласился. У этого бедняка не было ничего, кроме топора и веревки. Сыновья объяснили бедняку, что ему надо делать. Рассказали, что он, если выполнит завещание отца, вот они похоронили царя, с ним в могилу бросили бедняка. Бедняк захватил с собой его топор и веревку, единственное имущество, что у него было. Бедняк сидел ни о чем не переживал, даже вздрогнул немного. И вдруг он услышал страшные крики. Кто здесь? Кто это? Кто здесь? Кто это? Мир здесь двое, с кого начнем? Кто здесь? Мертвый никуда не денется, давай начнем с живого. Что у тебя было?
А что с ним случилось? Почему он сейчас тупой? Я не успела его схватить. А почему не сделала? Я не успела. Что же тебя так заняло? Мискот жизни! Что ты не успел подождать этот вагон? Мункар и Накир, допрашивающие в могиле, всю ночь мучили, допрашивали этого бедняка. Когда наступило утро, сыновья выкопали могилу, и оттуда выбежал испуганный бедняк, крича. Давай смотреть. Постой, куда я не надо. Сыновья короля долго догоняли бедняка. Когда наступила следующая ночь, царь очнулся в могиле, он был напуган. Где я? Почему тут так узко? Где моя семья? Где мои сыновья? Где все? Где? Почему тут